Татьяна Федоровна роялен Ахлобовс. Она надо пину ойнавшая кшик рояльда. Вообще, Игорь Федорович, конечно, талантливый организатор. Он один раз мне позвонил и буквально в приказном тоне сказал, что я должна участвовать в этом концерте. Сказал, что это конкурс. Честно, я никогда не пела на публику. Всегда работаю, и, оказывается, очень легко, конечно, судить. На самом деле, наверное, это очень сложная профессия, поэтому я волнуюсь. У меня такая премьера. Ну, я подумала, что наш народ, ну, мен орыстап шоқтанам, тадырлап ник шоқтан бейжем. Біздің, наверное, вот ХСХД собирались в юртах и музицировали. Поэтому хасхасамнар. И я очень рада, что я участвую в этом конкурсе. Александр Александрович Кинель и Георгий Иванович Вараков тоже писали музыку для нашей бессменной комедии Александра Михайловича Топанова «Одураченный Хархло». Бай Хархло влюбился в молодую девушку, но молодежь его провела. И молодые люди, Ажон, охотник и Парчо, поженились в конце концов. Меня очень сейчас вдохновляет то, что Анна Михайловна Туртугешева, член жюри, и она была первой исполнительницей этой песни. Мы создавали, слова написала Светлана Семеновна Чаптыкова к этой песне, и ее в пьесе Топанова нет, но мы решили, что этот образ не надо сильно утяжелять, а сделать его немножко таким романтичным. Потому что мне кажется, что любая женщина, как бы хорошо ей не было в жизни, она всегда старается еще быть краше, еще красивее и легче смотреть на эту жизнь. Песня «Хорды». Шахаях, алатон, сürme.
Сарым, оторочный Хархо, о спектакль Адалча. Сарм ожженным, позапорщенным сарны. Вторая песня из спектакля «Одураченный Харкло», дуэт Ажона и Парчо, поет Татьяна Шалгинова. Ну, это из разряда любовной лирики. Хакасия вообще, мне кажется, наш народ очень немножко скуповал на любовную лирику. О чем угодно может петь. Нашему народу подвластны философские рассуждения о жизни, о смерти, о том, как устроена наша Вселенная. Но вот как-то о любви они стесняются говорить. Царство Небесное, у нас был один актер, выдающийся актер Игнат Васильевич Кайдачаков, такой человек из народа, великолепный вообще актер. Жаль, что он ушел из жизни рано. И как-то я писала инструментальный трупахи о любви и спросила, говорю, Игнат Васильевич, вот я не знаю, как назвать мне этот цикл. Шепот ли любви или как? И вообще разговорились о любви, как? Почему, оказывается, мало вообще говорят о любви? Он говорит, я говорю, вот если ты вот любил, почему ты не открывался, почему ты не говорил о том, что ты любишь? Он говорит, а зачем тревожить человека? Вот знаете, вот на всю жизнь запомнила эти слова, и каждый день думаю, какие же вот такой вот народ, который боится потревожить своей любовью другого человека, какая деликатность. А я говорю, а как же тогда она догадается-то, что любит? Ну, испанцы там серенады поют, итальянцы тоже, да, даже в Средней Азии как-то... А зачем тревожить их? Зачем тревожить человека? И он говорит, она-то сама должна догадаться. Я говорю, как она догадается? Он говорит, по глазам. Вот. Насколько вот тонкий человек. Вот я писала, когда музыку к «Одураченному Хархло», вот первая мелодия, которая пришла мне, и это вот как раз был дуэт Ажона и Парчо. Он встретил ее, подкараулил ее на заимке в тайге, остановил ее и пригласил подняться на гору. И там он ей поет. Моя светлая звездочка. На небе много звезд, но одна из них самая-самая красивая. Упади, пожалуйста, мне на грудь. Она говорит, мое сердце чище золота, и я тебе доверяю свое сердце. И навсегда дарю тебе свою любовь, даже не попросив согласия своих родителей. Представляете, какая культура, вот, что она признается в любви, ему тоже говорит, и одновременно помнит, что главное для нее в жизни — это ее родители. Show
Татьяна Федоровна правильно писала. А это аксессуары, которые